Дорогие друзья, сегодня мы находимся в очень интересном месте. Наша собеседница – ювелир, художник, замечательный собеседник Нария Мартынова. Сегодня она покажет, чем она занимается, расскажет о своем творчестве, о своих работах. Здравствуйте, Нария. Здравствуйте. Так, сейчас я покажу, как полировать деталь из мельхиора. И в процессе хочу рассказать про свой бренд. И один из популярных изделий моего бренда. Это, конечно же, является украшение трансформер на ренсимех. И идея у меня появилась около 2 лет назад. Я хотела создать универсальное изделие с национальным колоритом для каждой женщины, которую можно было бы носить и с праздничным, и с повседневным образом. И в процессе я придумала разные способы носки. Ее можно одевать как бастына, как нагрудное украшение и как ободок. Далее она стала популярной и среди других мастеров. И можно сказать, что я запустила тенденцию на такого рода украшения трансформеров. И сейчас на ренсимех она является брендом, визитной карточкой моего бренда Ken Art. Далее я в будущем готовлю к ИСЭХу особенные украшения с особенным дизайном и эзотерической подачей. Я закончила сейчас полировать эту детальку, и это просто лишь всего процесс, и ее можно дальше запустить, например, голтовку бросить. То есть это заготовка, она для чего? Это деталь для подвески, для мини или инкабигер, получается. Она будет одна из деталей или инкабигер. Вторая будет, за ней пойдет такая деталь, более архаичная, тоже с бусинками, тоже будет очень интересно смотреться. Особенно подойдет такие жемчужные бусины, и для белого цвета она более такая подходящая, я так считаю. И также у нее будут серьги, такие тоже такого же рода дизайна, похожие. И ее можно тоже со швензой уже готовой нужно носить. То есть 3 штучки, да, будет здесь? Да, по 3 детали, по 3, по 5. Середина по 5, серьги по 3 будут. Проволока мельхиоровая. Да, мельхиоровая проволока. Тонкая не нашлось, ее просто пока нет. Ее с круглогубцами. То есть вы будете изготавливать, своего рода пины, да? Да, своего рода пины. Поскольку проволока толстенькая. Угу. А мельхиор, он толстенький, да, материал. Эти дырочки вы все выпилили с помощью, как называется? Лобзик. Да. И то есть это очень, скажем так, труд такой, знаете, довольно-таки продолжительный, да? Угу. То есть это не за полчаса эта работа. Это очень так. Представляете, сколько нужно этих отверстий напилить, и их нужно еще почистить, поработать, как выровнять, да, эти края. Края выровнять. Угу. То есть внутри очистить, и чтобы не было каких-то там, допустим, остреньких таких краев, чтобы невозможно было там пораниться как-то, да, в носке. Это украшение. То есть там очень такие детали очень интересные у ювелиров.
ювелиры. В детстве вы думали, что станете ювелиром? Нет, я не думала. Я просто была, ну, я знала, что я склонна к творчеству. Я хорошо рисовала, ходила в художественную школу. Но если сейчас подумать, что я как вспомню, что я любила детали вот очень так кропотливо вот чертить, вот каждый рисунок. Получается, что вот для дизайна она подходит, как ювелир-дизайнер уже получается, да, вот это уже склонность. То есть вот Дизайн. вы много внимания можете очень усидчиво так сидеть и уделять внимание каким-то деталям, да? Да. То есть если у кого какая-то склонность такая к этому делу есть, то у вас, наверное, спит ювелир. Такие детали соберем и сейчас я всех соберу. Надо пользоваться, уметь и работать с инструментами. Так, вот это круглогубцы, Это да? круглогубцы. То есть надо вот раз и И согнули. да, согнули и плоскогубцы вот эти. Ну, вот этот крючок, он должен быть посередине. Немного там чуть-чуть отрежу здесь, в этом месте. А к вам обращались кто-нибудь, ну, допустим, а научи нас, пожалуйста, вот каким-то азам ювелирного производства, дела? Такого не было, чтобы просились именно к азам ювелирного дела. Здесь сейчас есть разные курсы, поэтому особенно Они никто популярны? не нуждаются. Ну, если там, даже не знаю, вот именно курсы по каким-то материалам, например, или по техникам, может быть популярно. Ну, кому-то нравится, может быть. Потому что, знаете, у нас же ведь такой край интересный, Якутия, да? Одна из почитаемых таких вот, ну, прослоек общества, что ли, да, это шаманы, да? Шаманы и кузнецы. Ну, просто они очень почитаемы были издревле. Так. Ну, примерно вот такие вот изделия получаются у нас висюльки. Примерно по 3 бусинки. По 3 бусинки, да, Так, хватит. вы сейчас плоскогубцами все это, ну, круглогубцами сворачиваете, и потом обычными плоскогубцами это все, ну, прижимаете, да? Да, я прижимаю, чтобы как крючок сформировать конец. Смотрите, вот сколько тут таких вот разных инструментов. Вот круглогубцы, это вот кусачка, да? Или как? Это плоскогубцы, круглогубцы, это бокорезы. Может быть, вы что-то заказываете под себя где-то? Нет, под себя можно только делать. Обычно такие базовые мы заказываем, покупаем. Если под свою руку, там у некоторых мастеров, ну, разные формы руки. Большие, маленькие, да, под мужчину, под женщину. То их, конечно, под себя что-то там, например, штихель можно маленькую сделать, не длинную, например, сделать. Мне кажется, это вот ручной труд, да, ювелирный, это он самый-самый такой, ну, трудоемкий, наверное, да. Это нужно иметь хорошее зрение, твердую руку, да, чтобы как-то вот… Вкус, конечно, да. художественный. Самый сложный процесс – это, наверное, создание идеи. Мастерство после идеи приходит. То есть, чтобы перейти, например, в искусство, да, мастеру нужно, ну, пройти какой-то этап развития мышления. От мышления зависит. Ну, пространственное мышление должно быть развито. Какое-то, да, развитое мышление, именно такое дизайнерское. Даже есть такое понятие, да, дизайнерское. Но мышление, говорят, на самом деле это создание что-то нового, да? Какая-то идея. И она рождается у вас в голове. А каким образом это происходит, рождение? То есть, ну, только вам эта идея пришла в голову? Приходит по-разному.
где-то там вдохновляешься, либо ну, делаешь поэтапно. То есть вы смотрите... Если у меня цель либо сделать какую-то вот, ну, примерно украшение, якутское украшение, либо современное украшение, либо такое более славянского стиля, примерно вот ориентир примерный, а потом я уже формирую, собираю аналоги и уже изготавливаю, ну, набросаю эскизом, да, на бумаге, и уже можно изготавливать как по эскизу. Мгм. То есть потом вы уже создаете эскиз, да? Когда? А помогает вам, например, ну, творческие какие-то, вот вы смотрите, не знаю, произведения какие-то, ходите на выставки, ну, где черпаете вдохновение? Можно по выставкам ходить, смотреть и ну, любое место, даже вот просто так лежачие вот эти бумажки, да, на столе, на полу могут подтолкнуть к идее, интересной идее, да. интересно. По форме ее, как она лежит, например, да, либо вода, тоже вот капля воды может подтолкнуть к идее. Везде можно найти, даже вот дерево, да, стол дерева, вот эти вот рисунки на столе тоже могут подтолкнуть к идее. Везде можно найти идею. Тоже может вот фактуры всякие разные интересные тоже могут подтолкнуть, либо на природе тоже можно найти. Ну, если на природе, то идея будет такая вот на тему природы. Если архитектура, если я захочу архитектурные серьги, как здесь, да, например, то это уже будет вот здание нашего города, например. Как интересно, очень красивые сережки. Да, это мельхиор, да? Да, это из мельхиора тоже все вот вручную вырезано, вот сквозная. Вот она очень легкая. Красиво. Ага, вот это архитектурные серьги. Вот она вдохновлена. Напоминают ленские не столбы, а как Сергея, многоэтажное здание, да? Как Наша телебашня. Даже можно включить фантазию и в общем, можно вот так увидеть многое что. Много что. Они более напоминают городской тип. А вот это вот с кругленькими, Да, чем навеяно? Это эмаль и вот основа медь, тоже вот такая чистая, белая, вот эта вот идея, такая более наивная, что ли, вот совсем, более такая тоже архаичная немножко, да, вот форма торах-тарха и с натуральными жемчугами для невест, можно так сказать, либо для... Ну вот, собственно, мы на финишной прямой создания подвески, да? Да. Современной подвески, но корнями эта подвеска уходит и вообще созвучно архаике. Да? Можно, так уже можно носить. Длину можно регулировать с помощью шнурка. Да. То есть хотите подлиннее, Можно, да, потом хотите покороче. так вот. Сейчас у меня Другую спрячу. И можно вот ее с этой на ранцемент скомбинировать. Да. Это вот ваше произведение, Да. ваше авторство. Вот ее можно носить как вот ободок, как пастына и как нагрудное украшение. Вот когда я вот ее одеваю вот так на голову, как пастына, то визуально она охватывает вот эти 3 позиции. И у меня есть уже как бы стына ее есть, и серьги как будто есть, вот, и вот нагрудное украшение тоже вот, 3-й отдел тоже закрывает грудной отдел. Получается у меня вот такая вот интересная, Выглядит потрясающе. интересный комплект, более современный, с цепями, можно с бусами сочетать. А это, что это основа? Это бисер или что? Что за шнур такой? Это
Нет, не бисер, тут бисера нет. Вот он, это косичка и тоже проволока. Мгм. Замша, проволока, цепи. То есть вот такая идея, да? Мгм. Надо же. А как она пришла вам в голову, создание вот именно такой формы украшения? Да, вот, ну, я хотела вот более для женщин, чтобы они носили повседневный образ на каждый день, там, с джинсами, с рубашкой, там, любой, ну, такой повседневная одежда, либо на праздник она более с жемчугами может идти на праздник, да? Либо она с какими-то красными, зелеными бусами. А на современный стиль вот с цепями для молодежи, для современных женщин, девушек подойдет. И хотела вот что-то вот такое повседневное, обычно не слишком такое вот, так сказать, богато смотрится, да, а более просто. Ну, в этом, наверное, и вся, ну, скажем так, хитрость, не то что хитрость, а ну, почему это вот украшение стало популярным в последнее время. То есть вы являетесь не только там популяризатором, вы трендсеттер, да, получается, вы запустили моду на Да, сейчас такие украшения. Мода на такие украшения. То есть многие, очень многие мастерицы, они повторяют, и многие, может быть, даже и не знают, что автором вот этого украшения является Нарой Мартынова. Так что обратите внимание, друзья, и ну, восхититесь и скажите спасибо мастеру за такое красивое украшение. Здорово. А вот это вот украшение, оно у вас было выставочным, да? Да, скажите, пожалуйста. Более выставочная работа. Это уже как искусство идет, ювелирное искусство. Тоже все делалось вручную, с натуральными камнями. Тут касаемо темы вот Вселенной. Тема Вселенной, леса, созвездие лисы, называется комплект с серьгами. И тут расположены звезды сверху. Тут лиса с лисятами, да, вот ее двое. И вот потом идет вот эти хвосты внизу. Лисьи хвостики. Лисьи хвостики. А почему лиса? Шишами. Вообще на самом деле же нет лисы созвездия, да? Или... Лиса, она как оберег есть. Это как На небе есть астрологический, лиса? да, астрологический, по-моему. Да? Да. Не сильна в астрологии, но да, но здорово, если такая лиса существует. Это вообще отрыв полный. Классно. А вот это вот звезды другие, да? Или как? Да, это выполнено вот это вот звезды внизу вместо висюлек. Вот этих якутских, да, звезды я расположила, и она более такая в якутском стиле выполнена. Это вообще вот назначение вот этого украшения? Да, вот это косоплетка. Для косы? Да, для косы, для волос? Для волос. А также вот как комплект можно носить, вот можно также сделать колье, вот такое вот. И с косоплеткой, с серьгами очень будет красиво смотреться. Вот То это есть вот это отстегивается, да? Нет, не отстегивается, а можно ее такую же сделать просто. Понятно. Другую, то есть это, да. чтобы был комплект такой. Чтобы был комплект, да. А вот это сделано из чего? Вот это эмаль, да? Да, это горячая эмаль. Угу. И основа медь, вот все И это инкрустировано камнями, да? Камнями, да. Лазурит, она блестит вот изнутри. Еще какие янтарь. камни? Вот лазурит есть, как с крапинками вот эти блестящие, как напоминает Вселенную, звезды, и масляной краской вот роспись на ней идет. Живопись на камне. Мелкая вот эта Ой, ну то мелкой есть, кисточкой. смотрите, вот в этом произведении, ну это действительно произведение искусства, да, здесь совмещено очень много каких-то техник, да, Да. вот, и вообще очень оригинальная подача, оригинальная мысль, то есть, ну, очень красиво. Вот это украшение вы даже получили какую-то награду. Да, я диплом получала вот за это изделие. То есть вы стали победителем какого-то конкурса, да, творческого? Я побеждала в ювелирных вот этих конкурсах по дизайну Алроса во всероссийском конкурсе среди профессионалов, ювелиров, дизайнеров. Вот.
из 150 человек. Мгм. То есть со всей страны ювелиры пробовали свои Да, силы, пробовали в свои этом силы, там, конкурсе. да, платье. Ну, друзья, то есть смотрите, вот у нас гость сегодня такой интересный, очень замечательный. А, вот эти украшения и вот это украшение, вы пытались его как-то запустить, вот, ну вот как вот это, ставшее таким популярным, и которое, ну, как говорят, вот выстрелило Мгм. на сегодня? Ну, я думаю, включу вот эту деталь, такие вот мелкие вот детали, вот тоже вот будет очень интересно смотреться. Вот, более другой вариант, более такой премиум сегмент, наверное, будет. И ходовые такие с бусинами. А еще смотрите, вот по материалам, это бусины, это, по-моему, вот... Это янтарь. Янтарь, да, Мгм. желтенький янтарь, а это мельхиор, да? Это медь красная. А, медь Вот, красная. выбрала, да, специально медь, потому что лиса рыжая. И Ну, она то есть все в подходит красных к цвету. каких-то оттенках, да, Мгм. и металл, соответственно, Такой же красный. красный металл тоже, соответственно. Ну, чтобы Да. как-то горячая эмаль подходила. Янтарь тоже выбирала. И она была такая темная, благородная. И под нее вот эмаль тоже вот интересного вот такого яркого вот оттеняющего цвета. Ну вот смотрите, из меди, да, как это все вот, все вместе сочетается, все вместе как-то вот созвучно, да, Мгм. и колористика такая интересная у этого произведения, ну это очень-очень красиво. Да, вот разные техники здесь использовались. Ручная гравировка, дифовка, выпиловка. Мгм. А давайте расскажем вот про это вот украшение ваше. Здесь оно у вас здесь в серебряных тонах, то, что на вас, а вот здесь выполнено в такой теплой, да, Это гамме. другой, да, это другая гамма. Ага. Она более золотая, более богато смотрится, яркая, с граненными бусами. Вот. Тоже ее можно носить вот с зеленым холодаем, она будет контрастировать, то есть они будут друг другу выделять зеленый, красный, да, контрастные цвета, либо с красным каким-нибудь коричневатым то есть платьем. А на желтом как будет смотреться? На желтом тоже можно. Вот есть желтые цвета, Мгм. коричневые, можно красные, зеленые. Ну, допустим, такой Были какой-то такие, природные, светлых теплые. оттенков, Мгм, например, природных. желтый, красный, да? Да. Вот, платье красное и замечательное, красивое украшение именно, она, ну вот это вот, как это называется, украшение, колье, ну, как еще? Нарансемех называется. Я назвала ее Нарансемех, как мое имя Нарье, Нарен, нежность, да, значение, поэтому Нарансемех, и она как бы в целом как украшение трансформер идет. Ага. И вот специально я выбирала вот колокольчики, чтобы она вот тоже чистила вот эту ауру нашу. То есть отпугивала все Отпугивала, да. плохое, злое, Такое да. чистила. ауру. Мгм. Очень красиво. Очень идут эти украшения вам, но прежде всего, наверное, вы создавали для себя такие украшения. Дорогие друзья, ну вот, мы сегодня побывали в очередной раз в мастерской у интересного художника, дизайнера, ювелира, у Нары Мартыновой. И сегодня она нам рассказала, показала детали своей работы над украшением, которое вот буквально создали в рамках программы. Это нагрудное украшение. Оно создано в современной такой вот интерпретации, но с отсылкой к архаике. Поблагодарим нашего спикера. Большое спасибо. Ну, в общем, смотрим.